Туристско-рекреационная сфера – одно из приоритетных направлений развития республики. Туризм в нашей стране рассматривается как одна из наиболее доходных и перспективных точек роста, способная вывести страну из кризисного положения. Наличие огромного туристического потенциала, включающего природное и историко-культурное наследие страны, способно обеспечить интенсивное и динамичное развитие туризма в республике с последующей интеграцией Абхазии на международный туристский рынок. Основные проблемы развития туризма в стране, о готовности к летнему сезону. Эти и другие вопросы обсудили члены Общественной палаты с министром туризма Теймуразом Хишба. Есть много проблем, которые мешают, которые тормозят развитие нашего туризма. Поэтому мы бы хотели, конечно, эти вопросы все поднять, обсудить эти вопросы и чем мы можем помочь. Мы должны стремиться к тому, чтобы мы стали частью мирового туризма. И мы никуда от этого не денемся. И слава Богу, что так оно и будет. И мы должны смотреть на те тенденции, которые происходят в мире. Для Абхазии туризм очень важен. Прежде всего, это благосостояние наших граждан, это рабочие места. Теймураз Хишба напомнил, что туристический сезон 2020 состоялся, несмотря на проблемы, вызванные пандемией коронавируса. К нам начал приезжать другой турист, то есть чек его оплаты стал больше. Однако соответствует ли страна этому уровню, это уже другой вопрос, добавил министр. К нам стали ехать те люди, которые ездили до этого в Европу. И к нам приедут в этом сезоне те люди, которые привыкли ехать в Европу. Как было доотмечено, на самом деле Министерством туризма проводилась работа с начала года. У нас были поездки, встречи. Хочу отметить, что мы подписали договор с городом Москвой, и они моментально вышли к нам с предложением, чтобы мы взяли павильон на ВДНХ. Вот один из павильонов, те, которые были построены в Советском Союзе, павильон Абхазия и так далее, чтобы это сделать стендом нашей страны. Также у нас шли переговоры по поводу детского туризма, но это отдельная тема и, к сожалению, очень сложная. Мы подписали договор с городом Санкт-Петербургом. Особенно, что хочется отметить, Санкт-Петербург – это единственный субъект федерации, где есть управление медицинского туризма. Мы уже наладили контакты этого комитета с нашими санаториями, но ни для кого здесь не секрет, наверное, будет, если я вам скажу то, что медицинское обслуживание в нашей стране может предоставить только 3 объекта. То есть, когда мы так, и в том числе я себе позволяю сказать такую фразу, как санаторно-курортный комплекс, я преувеличиваю. У нас всего 3 объекта, это правда. Ну, при всем при этом не может не радовать, что, например, в городе Гагра частный бизнес взял больнолечебницу. Это очень серьезный объект, это стратегически важный объект не только для города Гагра, но и для республики в целом. В советское время этот объект принимал 1500 человек в сутки. В зимнее время 800 тысяч. К чему я это говорю? Потому что это единственный объект, который реально может увеличить сезон. Но я хочу сказать, вот за 2020 год, в начале вашего доклада вы сказали, что он был успешный туристическим. Ну, я скажу, и ательеры, я не знаю, поддержат или нет, он не был настолько успешный. Да, 2 месяца мы поработали, но с апреля по июнь мы не работали. Во-первых, каждый месяц мы продлевали с 1 по 15, с 15 по 30. Штаты мы держали, а штаты, когда держишь, ну вот у меня, например, я скажу, работаю там с этим через куда-то и так далее. Люди хотят заработную плату, они ни в чем не виноваты, я их пригласил, я должен оплатить. Конечно, в конце года мы имели, да, 2 месяца хорошего сезона, но это не хватает, чтобы вот закрыть всю вот расходную часть. И, конечно, мы не вышли на развитие туризма, чтобы мы могли вкладывать на этот год. Вы должны побеспокоиться, чтобы мы имели какую-то возможность или отсрочку, или льготное какое-то кредитование. Если честно, сейчас я много не буду говорить, вот Министерство сельского хозяйства в этом году 100 миллионов заложили. Я смотрю, они готовят бизнес-планы для сельчан, там по 1,5 миллиона.
также Министерство по туризму может, вот это же такая же отрасль, которая платит очень много налогов. Ну, помощь, чтобы нам оказать, я имею в виду всем отелерам, сейчас и лично там кому-то, вот, сделать какой-то конкурс на основе и так далее. И это на государственном уровне. У вас должно быть в бюджете, вы должны, наверное, уже 21 год приняли, в 22-м хотя бы, ну, 300-500 000, ну, десяток вы поможете. Я просто чуть ошарашен был сейчас, когда вы сказали 300-400 миллионов у вас должно быть на бюджете. Да. Ну вот Астамур Яковлевич не даст соврать, он знает наш бюджет. Основная часть, которая есть бюджета, тратится на содержание аппарата. Я сам работал в этих Да. структурах, уважаемые. Ну, стучаться надо в двери, где не стучишься, и там открывают. Вообще, вы знаете, я тоже сторонник, вот эта идея была озвучена лет 10 тому назад, возможно, она имеет место, возможно, вот все вы, кто занимается бизнесом, могли бы стать учредителем такого туристического банка. Возможно, и так. Именно банк, который бы... Да, Банк в России, все, это нужно. это интересная вещь, это старая идея. Да, я думаю, если консолидировать все возможности крупного и малого бизнеса, возможно, целесообразно открыть туристический банк в Абхазии. Очень радует, что успешные переговоры проведены в Российской Федерации с туроператорами, с федеральными всякими разными агентствами, прочее. Прекрасно. Всегда вам вообще в Абхазии, вот как руководитель этого ведомства, находиться вредно. Вам надо ездить по регионам, встречаться, договариваться, уговаривать, застолье организовывать, в конце концов, как делалось всегда. Так оно делается сегодня, так будет делаться и в будущем. Вот. А красивые отели, красивые дороги, красивые коммуникации мы построим в том случае, когда к нам придет инвестор. А инвестор приходит туда, где его правильно встречают, его правильно располагают, ему создают определенные красивые, грамотные условия, которых пока, к сожалению, у нас нет, но мы к этому стремимся. Во время дискуссии были затронуты проблемы туристской индустрии Абхазии. Это недостаточно развитая инфраструктура, проблемы с электро- и водоснабжением, канализационными стоками, неквалифицированный обслуживающий персонал и другие. Обсуждались проблемы и в сфере медицинского страхования туристов, которые также не сдвинулись с места. Еще один вопрос волновал членов Общественной палаты. Не станет ли туристический сезон причиной вспышки пандемии? Министр привел в пример опыт прошлого сезона. По данным Минздрава Республики Абхазия, только 2% заболевших от общего числа именно в летний и ранний осенний период были из Гагранского района. А Гагранский район самый нагруженный район в смысле туристического потока. То есть все скидывает нас. Я думаю, скорее всего, как и во многом другом, виноваты мы сами. Вы знаете, очень много у нас сил уходит на то, что мы еще на бытовые проблемы тратим. Мы готовы дать больше сервиса, больше качества, больше, наверное, гостеприимства, насколько можно это дать. Но какие-то вопросы бытовые, чтобы от нас, вот знаете, очень нервничают и владельцы, и туроператоры, и все, когда у нас какие-то начинаются такие вот сбои там, в энергосистеме, водой нет, или там дороги у нас разбиты, не подготовлены. Что больше всего сейчас, наверное, начинает, вот сейчас знаете, как у нас нет такого понимания, снег сошел, но все равно у нас сейчас снег сошел, мы к лету подходим, у нас очень грязно. Вы знаете, очень грязно. У нас переходит поезд, когда едет экскурсионный поезд, переезжал, вот есть до Гагры экскурсионный поезд, он когда переезжает границу, слева и справа, вот просто катастрофа, то, что происходит там, это ужасно, что на вокзале происходит, это ужасно. Это я все вам говорю, эту информацию по отзывам как бы своих же туристов, своих же гостей. Здесь же идет, за этим тянется вообще как бы, ну, республиканский субботник никто не отменял, давайте выйдем, если не хватает нам коммунальщиков, давайте выйдем. Эти вопросы мы поднимаем каждый год. Мусор. Давайте сделаем комиссию выездную с Общественной палаты, поедем по различным экскурсионным площадкам, там площадка на Мамзышхе, тоже там ужас, что творится сейчас, там просто кошмар. Вот. То есть перед сезоном
Мне хотелось бы еще господину министру задать вопрос, Таймураз Владимирович. Когда у нас начинается сезон, по вашему мнению? Он уже начался. У меня тогда вопрос сразу, а пляжи у нас почему не готовы? Пляжи всегда должны быть в чистоте, независимо они эксплуатируются. Те или иные павильоны, которые открываются. У нас, к сожалению, сегодня нет закона о курортно-лечебных местностей, которые регулируют как раз пляжных территорий. Мы переписали закон о туристской деятельности в 2005 году. Не понимая направления российского туризма, мы взяли, почему я говорю сфера гостеприимства? В сфере гостеприимства подразумевается все другое. Это экскурсионная деятельность, то, что вы говорите, это к сфере гостеприимства относится, транспортные организации относятся к сфере гостеприимства, объекты размещения относятся к сфере гостеприимства, объекты питания, это все как-то получается. А потом это уже одним названием ты называешь туризмом. То есть турпродукт, тур и тур-услуга – это разные направления. То есть мы всегда зачастую слышим с разных площадок, мы должны разобраться с понятийными вопросами, а также, почему я говорю пляжи. Пляжи должны быть распределены. К сожалению, многие муниципалитеты хотят за собой эти пляжи закрепить. Они не смогут по рыночной экономике за собой закрепить. Они должны на благоустройство передать индивидуальным предпринимателям, за объектами размещениями. При этом какая-то деятельность будет вестись, и то на 70%. На встрече также обсуждались и проблемы сельского туризма. Преподаватель кафедры национальной экономики АГУ Линда Ампар рассказала о возможности развития аграрного туризма. Какие меры для развития агротуризма предлагаются? Это разработка, в первую очередь, законодательной базы, регламентирующей функционирование данного сектора туристической индустрии. Формирование и реализация планов мероприятий по развитию туристического и рекреационного потенциала страны на основании механизма создания агротуристических кластеров. Это очень важно, но это нужно отдельно прорабатывать в рамках этой статьи, понятное дело, не прорабатывал этот вопрос. Обеспечение финансирования и реализации этих планов из районных бюджетов совместно с республиканским бюджетом и привлекаемыми внебюджетными источниками. Организация проведения туристических мероприятий национального масштаба – это концерты, туристические слеты и иные тематические мероприятия. Содействие развитию в стране самоорганизации сельского туризма и повышение профессиональной квалификации кадров, работающих в этой отрасли. Поддержка отечественных сельхозпроизводителей путем льготного налогообложения и, хотелось бы, конечно, льготного кредитования. Доведение до фермеров и предпринимателей информации о действующих мерах господдержки в области сельского туризма. План развития восточной части Абхазии тоже не остался без внимания участников встречи. Что касается восточной части Абхазии, которую, к сожалению, называют депрессивной, вы правы, Ачамчира, Аткварчал в тяжелом положении находится. Но я вам скажу так, у них огромные перспективы есть, потому что у них на самом деле не освоенные большие территории, на которые мы смотрим особенно. И как вы знаете, вот самый новый туристический комплекс, который строится в Абхазии, компания «Библия Глобус», не просто так строится в селе Тамыш, это Ачамчирский район. Не просто так. Наверное, возможно, самому бизнесмену хотелось бы попасть в другое место, но в Гаграх, например, территории уже нету для этого всего. И большую роль сыграл, я насколько знаю, большую роль сыграл в этом президент, что данный бизнес начали строить именно в Ачамчирской части нашей страны. Более того, те бизнесмены и то бизнес-сообщество, которое приезжает сюда и предположительно могут начать вкладывать деньги в Абхазию, мы им большую часть показываем в сторону Ачамчиры. Потому что мы понимаем, что вообще должен быть баланс. Как напомнил Руслан Хашиг, несколько лет назад Общественной палатой в течение полугода были разработаны рекомендации по курортной сфере, в которой четко отображены проблемы туризма. Мы изучали действительно очень глубоко, многосторонне и долго эту ситуацию. В этой части я могу обратить внимание ключевые позиции. Без информационного сопровождения решать глобальные задачи, в том числе туристические проблемы, сложно. Поэтому этот аспект всегда надо иметь в виду. Второе направление. Нужно анализировать те публикации, которые влияют на имидж, в том числе и на туристический имидж Абхазии. Их немного, но они каждый раз повторяются, и решить эту проблему несложно. В частности, вот туристический бум вокруг определенных объектов,
которые формируют отрицательный имидж страны. Это Гагарский, Сухумский вокзалы и другие, Гагарский дом культуры. Вот вы уже говорили о смотровые площадки. Но или вы закроете их наглухо, или их приведите в элементарные санитарные условия. Из них можно сделать, если это отдать бизнесу, как это было сделано вот на примере Сухумской железнодорожной станции ГУМа. Слушай, люди приведут эти объекты в порядок, и туда можно организовать туристический маршрут. Но если взять все публикации, которые сейчас существуют в интернете, эти объекты 100% везде присутствуют. Если есть повышенный интерес к архитектурным этим объектам, сделайте, помогите. Вот есть две пути. Или закрыть наглухо, или их открыть и отдать бизнесу временно в аренду, и чтобы это заработало и имело какой-то вид. Там уже можно организовать и выставки, и другие виды деятельности, которые бы дополнили бы данные архитектурные объекты, но на них есть интерес. Следующий вопрос, это главное может быть, это безопасность. Вы здесь уже говорили о проблемах, не работает у нас система страхования, несогласованные позиции, это проблема у нас. Сейчас скажу до конца. И поэтому вопрос безопасности туристов и защиты прав туристов – это самое больное звено вот в этой общей цепи. Представьте, когда турист сталкивается с сотрудниками ГАИ, и где ему искать, и где ему защищать свои права, куда ему дальше обращаться. И поэтому мы в этих рекомендациях тогда указали о создании такой общественной организации, которая бы занималась вопросами защиты прав туристов. Здесь можно привлечь и посольство, или российские общественные правозащитные организации. Без этого вы не получите достоверную информацию. Также на встрече обсуждался вопрос безопасности экскурсантов, которые в последнее время попадаются к нелегальным гидам. Они, в свою очередь, очень часто показывают республику в негативном ракурсе. Заброшенные места, да, если с туристом там что-то произойдет, кто будет нести за это ответственность? Кто будет нести ответственность? И кто будет виноват? Конечно же, мы. Кто позволил им зайти на этот рынок? Около 70% нашего рынка экскурсионного заняли сейчас нелегалы. Я просто не хотела в рамках этой дискуссии касаться этого вопроса, но это есть, это наша действительность. Член Общественной палаты Надежда Венедиктова предложила план развития туризма в Абхазии на примере Турции. На рубеже 70-х, 80-х годов турецкое правительство собрало архитекторов, бизнесменов и разработало, карту для территории всей Турции, где с учетом всех требований безопасности, климатических и так далее, были определены участки. Вот здесь можно строить 8 этажей, здесь можно строить 2 этажа и так далее, и так далее. И туда пускали уже бизнес. То есть бизнесмены знали, как в каждом районе, что можно строить, на каких условиях и так далее. Через 15 лет Турция стремительно вошла в 5 самых туристических стран мира. Кто вкладывал? Бизнесмены в основном вкладывали, потому что они знали, для них были определены четкие условия. Нужно такой план разработать для Абхазии, потому что Абхазия маленькая страна с очень маленьким населением, и если туризм начнет развиваться, нас просто затопчут. Столица должна быть условно городом-курортом. Это столица с интеллектуальной, культурной жизнью. Туризм не должен нас затоптать. Количество отелей должно быть ограничено. Основные удары туристические должны быть направлены на провинцию, в том числе на Восточную Абхазию. На встрече обсудили и санитарно-эпидемиологическую обстановку в местах общественного питания. У нас есть масса проблем в этих вопросах. Как обеспечены эти столовые, рестораны и объекты питания на самих объектах, где приглашают отдыхающих. И есть еще одна проблема – это жалобы на транспорт. Имеется в виду с границы. Если вы внимательно посмотрите интернет, там вот имеется в виду трансфер с границы. Его тоже надо каким-то образом регулировать, потому что то, что сегодня существует, это не очень хорошее явление. Это тоже с отдыхающими связано.
В завершении встречи министр туризма Теймураз Хижба добавил, что в мае планируется провести туристический форум «Абхазия. Страна души» с участием более 200 российских журналистов, крупнейших операторов, страховщиков. Абхазия сможет показать участникам форума все свои преимущества, чтобы российские туристы посещали ее постоянно. Сария Кварацхеля, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение.